Мы привыкли к чистой воде как к обыденности, но иногда случаются ситуации, когда вот каждая такая бутылка на вес золота. Казалось бы, мелочь, но без чистой воды никуда. В селу, где река подтопила территорию, чистая вода – дефицит. Чистой воды не знаю, будет ли не будет тоже. Чистой воды, если не будет вообще, они сказали по бутылочкам, не знаю, у нас же сейчас загрязнение. Свою лепту вносят работники кладовая Алекмы. По просьбе, можно сказать, КЧС района, по просьбе, по ходатайству глав муниципальных образований мы вот эту просьбу, можно сказать, приняли, и предприятие готово помочь, оказать гуманитарную помощь. На сегодняшний день наши ребята смогли отработать до выезда машины 300 бутылей чистой воды, по 5 литров приготовили. Ну и я так думаю, следующий рейс тоже на выходные, либо в начале той недели мы запланируем еще одну партию гуманитарной помощи для жителей подтопленных населенных пунктов. К слову, производство воды здесь отладили давно. Население оценило качество и очень ждет, когда чистая вода вновь поступит в продажу. Именно приготовить воду 5-литровую, чтобы было доставки немного более-менее удобно. Да? Вкусовые качества, конечно, определенные. У каждого поставщика свои определенные. Но у нас своя вода хорошего, высокого качества. В беде все вместе. Директор Алекминского филиала ГУП ЖКХ не понаслышке знает, что такое паводок. Сергей Вячеславович родом из села Первый Нелюктяинск. И каждый житель района помогает, чем может. Организована помощь пострадавшим, сбор идет. Также филиал Алекминского района ГУП ЖКХ не остается в стороне. Мы также организовали сбор помощи гуманитарной. Все работники нашего филиала, кто что чем может, подошли, тоже принесли вещи первой необходимости, средства гигиены, продукты питания. И вот мы сейчас совместно с администрацией района организовываем доставку до наших наследников. На районном КЧС обговорили, что до схода воды с наследных территорий ежедневно будет отправляться машина с самым необходимым. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.